Сегодня я назвал свою проповедь «Голос Божий». Скажите «Голос Божий». Наверное, даже можно сказать, что как услышать Бога? Как услышать Бога? И я думаю, это актуальная тема, да? Вы хотите узнать, как слышать Бога? Ну, знаете, мне не хочется просто заниматься как бы перечислением. Бог говорит вот так, вот так, вот так, вот так. Я особенный акцент сделаю на истине и сущности. Скажите истина и сущность. Брат Захар, оказывается, здесь. Слава Богу, приветствую. Аллилуйя. Слава Богу. И знаете, Бог основным каналом, что ли, да, как говорит Бог, это Слово Божье. Аминь. Библия, которая у каждого из нас на руках, основной канал, как Бог говорит, это Слово Божье. Конечно, у Бога есть множество, то, каким образом Он нам говорит, но основное через Слово Божье, потому что это основное откровение. Самое главное откровение, оно содержится в Слове Божьем, в Библии. И, конечно, есть разные ситуации, и бывает там какие-то события происходят. Через это тоже Бог говорит. Через людей Бог говорит, да? Через разные обстоятельства. И у тебя в сердце что-то, когда Бог начинает что-то говорить, внутри ты чувствуешь это. Но, знаете, дело в том, что мы можем как бы вот... вообще, это голос Божий или не голос Божий? Это Бог говорит или не Бог говорит? Вот так. Или мы вот так просто, Бог говорит, а мы как бы не замечаем. Мы как бы не то чтобы пренебрегаем, мы даже не осознаем, что это Бог говорит нам. Но Бог говорит. И сегодня я попытаюсь как бы, да, хотя бы чуточку, чтобы мы научились, чтобы мы различили, что есть, каким образом Бог начинает, говорить нам. Аллилуйя. Давайте посмотрим 1 Иоанна, 1 главу, 1 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели очами своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Смотрите, Иоанн говорит о том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что я осязал своими руками, что я мог потрогать, о слове жизни. То, что можно пощупать, то, что можно увидеть, то, что можно даже осязать, даже запах какой-нибудь. Вы знаете, в нашем теле есть 5 органов чувств, да? И мы можем видеть, мы можем слышать. А Иоанн что говорит? Что мы вот это вот слово жизни мы можем прочувствовать, мы можем осязать, мы можем увидеть даже, мы можем услышать. Это что-то реальное, скажите реальное, что-то действительное. Знаете, истина, да? Истина. Что есть истина? Иисус, Он про себя сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». На самом деле истина – это Иисус. И разные философы там, они пытаются, что есть истина, там, да? Они ищут, они хотят понимать, что есть истина. Но слава Богу за Божие откровение. Иисус, Он истина. Иисус Христос – живая личность. Истина – это личность. И истину можно ощутить, истину можно увидеть, услышать. Слава Господу! Слава Богу! И для себя я назвал истина – это духовная реальность. Скажите, духовная реальность. Это не что-то, иллюзия какая-то. Это не что-то где-то там на облаках. Это духовная реальность. Вот в данный момент истина рядом с нами. Истина, она не только рядом с нами, она внутри каждого из нас истина, она есть. Но мы не осознаем часто. Мы просто, знаете, без Бога
вообще без Бога жизнь человеческая и сам человек, он как бы бессмысленный получается. Потому что смысл человека, она в Боге. Бог сотворил нас, да, с каким-то смыслом. Без Бога нет никакого смысла вообще, нет никакой реальности и действительности. Нету никакой. Бессмысленная человеческая жизнь, когда человек живет без Бога. Можно сказать, до тех пор, пока я был без Бога, моя жизнь она как вот такая бессмысленная была. Я что-то делал, чем-то занимался, учился, там, делал какие-то дела. Но что толку, если в этом нету Бога? Но когда я пришел к Богу, жизнь какой-то смысл начал обретать. Вот смотрите, смысл этой кафедры. Откуда появляется смысл этой кафедры? Сама по себе имеет смысл. Если кафедра, она вот, кто, интересно, кстати, сделал кафедру? Да, в Китае сделали, да? Какой-то, человек, правильно? Человек вложил смысл в эту кафедру. И кафедра, она обретает смысл только благодаря тому, кто сотворил эту кафедру. Согласитесь, так? Вот точно так же человеческая жизнь, она обретает смысл только в Боге. Только Он может нам подсказать, для чего я вообще сотворен, для чего смысл жизни, да? Ведь так? Ведь так? Люди там веками ищут смысл жизни. Спросите у Творца, у Бога, в чем смысл твоей жизни? И Бог сказал, что чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком, и чтобы мы принесли плод каждый из нас. Вот смысл жизни. И как Олег Иванович в тот раз проповедовал, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, в этом все для человека. Слава Господу! И смотрите, истина — это то, что ты можешь почувствовать, это что-то реальное, это что-то действительное. Ее можно осязать, увидеть, слышать. Другими словами, ты можешь переживать. Скажите, переживать. И поэтому я часто спрашиваю, что ты переживаешь вообще? Когда ты читаешь Библию, какую-то историю, есть какие-то переживания в твоей жизни? Когда я в Бердие-Исяхе там служил, мне начали открываться вот эти истины, и у меня такая радость появилась. Знаете, я шел по улице и читал псалмы. Я и наизусть там 2-3 стиха вот так вот выучу и иду. И знаете, какая радость наполняла. И я просто вот эти цитировал слова Божьи, провозглашал слова Божьи, и приходила какая-то сверхъестественная радость. Я чуть ли не летал, у меня тут крылья возникали. Я там летал вообще. Дух премудрости и откровения как бы сходил на меня. И знаете, вот эти слова, они обретали вот какое-то, что-то реальное в этом есть. У меня раньше такого не было. И у меня нечто механическое было. Я что-то читал, мне надо, вот как бы вот, у меня был уровень 1 класса, наверное, надо. Да, в 1 классе всегда надо, правильно. Но надо же дальше идти вперед за Господом. Так ведь? Мы идем за Господом все ближе к Нему, к Богу Отцу нашему, к любви. И чем ближе ты к Богу, тем больше должна ты любовь Божья. Аминь. Ты приближаешься к Нему. И можно сказать, что наша жизнь — это как путь к Богу, который становится все ближе. И чем ближе ты познаешь Господа, тем больше ты приближаешься к любви, и ты сам становишься любовью, и сам Бог хочет, чтобы мы проявляли вот эту любовь. Аминь. Потому что самое кто есть Бог? Бог есть любовь, да? И пребывающий в любви пребывает в Боге. Знаете, когда я часто сижу, слава Богу за собрание верующих. Здесь дух премудрости и откровения особенным образом. Когда мы собираемся вместе, когда идет проповедь, Дух Божий начинает говорить в наши сердца. И я часто, когда сижу, я слушаю проповедь,
И Бог начинает говорить мне, и я начинаю записывать. У меня блокнот, вот здесь вот, я все начинаю записывать, чтобы ничего не забыть. Слава Господу, Бог начинает говорить. Угу. Аллилуйя. Что-то я хотел сказать, ну ладно, мысль ушла. Смотрите, истина – это то, что ты можешь ощутить. Это как материя, материал. И, знаете, помните такого товарища Владимира Ильича Ленина? Мы изучали философию, да? И у него там особая философия, диалектика называлась. И он говорил, материя – это то, что ты можешь… Я сейчас прочитаю вам, я специально выписал. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях, которые копируются, фотографируются, отображаются нашими ощущениями, существуя независимо от них. Материя, да? Это он говорил, ну, как бы физическое, что ли, вот, да, вот материя, то, что можно скопировать, что можно сфотографировать, то, что мы можем ощутить. Знаете, духовно, ну, я думаю, в каком-то смысле вот по определению Ленина очень похоже на духовная реальность, абсолютно точно такая же. Она реальна. Скажите, реально. Бог реален. Слава Богу. Дух Святой, Он реален. И самый реальный, на самом деле, это Бог. Даже мы, можем сказать, менее реальны, чем Бог, Он реальный, потому что Он сотворил нас. Мы часто живем в иллюзиях каких-то. Да, так и есть. Так и есть. У нас есть ощущения. Знаете, когда я пришел к Богу, знаете, когда проповедники приехали, проповедовали, я подумал, вот это вот да, вот что, в этом что-то есть. Это что такое? Это то, что я внутри себя ощущал. Я говорил, да, это здесь что-то есть. Почему? Можно сказать, я дотронулся до реальности. Хоть я до конца не осознавал, но я думал, поэтому я остаюсь, я досконально буду изучать, исследовать. И слава Богу, я не ушел. Я почувствовал реальность на самом деле. Я прикоснулся к истине. Коснулся. Я почувствовал, увидел, услышал. Понимаете? Истина, она осязаема и ощутима. А вот то, что вне истины, это пустота. Помните, как Экклесиаст говорил? Все суета и томление духа. Что-то, какие-то действия, какие-то там эти. А в результате пустота и никакого результата. Есть результат видимого, но внутри что-то не то вообще, что-то не то. Бывает так вот, ты насмотрелся какой-то передачу, и так, в конце, зачем я это посмотрел? И бывало такое. Ну, поднимите руки, будьте честными. Так, честные 30% только. Я не только говорю про телевизор, я про все другое тоже. То, что не Бог, это пустое все. Понимаете? Только Бог имеет сущность, только Бог имеет реальность. Он сам реальность. Это то, что ты можешь потрогать. Во всей Вселенной все, кроме Бога, это пустое. Поэтому тьма внешняя, она пустая. Ад, он совершенно опустошен в смысле того, что она не назидает, не созидает. Но только в Боге ты имеешь созидание и назидание, и действительный рост. Аминь. Аллилуйя. И знаете, есть такой псалом вот, хороший. «Жизнь в твоей реальности», да? «Жизнь в твоей реальности». Жить на твоей высоте хочу. Я хочу жить в твоей реальности. Я хочу жить в твоей реальности. Вот к чему хочет
Не только мое сердце, я думаю, твое сердце тоже самое хочет. Жить в реальности Божьей. В реальной, это что-то настоящее. Что-то вот, стоит потратить время, аминь, чтобы покоснуться к этой реальности. Слава Господу. Давайте посмотрим еще место, да? 2 Коринфянам 4, 18. 2 Коринфянам 4, 18. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Смотрите, то, что невидимо, это, можно сказать, духовный мир, он вечен. А то, что видимое, то, что мы видим, оно временно. То, что временно, оно пройдет. Оно не имеет вечного фундамента, что ли. А вот невидимый духовный мир, он вечный. Поэтому будем направлены к Духу. Да, в тот раз я проповедовал. Живите по Духу. Поступайте по Духу. В Библии много раз это говорится. Угу. А духовное, оно вечное. То, что мы видим, оно временное. Аминь. Знаете, когда Иисус встретился, когда его начинали, хотели распять, вот его привели к Пилату, помните, да? Там Пилат, который мог его оправдать или принести приговор, да? Вынести приговор. И вот Пилат стоит перед Иисусом, и давайте прочитаем это место Писания, 18, Иоанна 18, 37, с 37 стиха. Пилат сказал ему, Пилат говорит Иисусу Христу, да? «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Знаете, Иисус, Он часто говорил, «Истинно, истинно говорю вам». Или «Я говорю вам истину, и вы не слышите». В словах Иисуса истина. И каждое слово Иисуса, оно наполнено вот этой сущностью. Угу. «Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» Что есть истина? Пилат, видать, тоже, что есть истина вообще, да? Тоже человек, видать, искал истину, но не нашел истину. И он уже разочаровался такой, что есть истина? И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал, я никакой вины не нахожу в нем. Знаете, сама истина стояла перед ним, и он не узнал истину. Сама истина стояла перед Пилатом. Пилат, обычный представитель этого мира, который искал истину. Но слава Богу, мы нашли истину, да? Слава Господу. Мы приняли истину, мы услышали Слово, наполненное сутью и сущностью. Да? Аллилуйя, аллилуйя. И мы приняли ее, вот это Слово. Мы познали истину. Ты познал истину. И истина теперь внутри тебя. Слава Господу. Слава Богу. И Иисус есть путь, истина и жизнь. И знаете, эта истина, она всегда в духе. Она это не доктрины какие-то могут быть. Слава Богу за доктрины, но не в доктринах истина. Истина, она в духе. Скажите, в духе. Есть дух истины. Скажите, дух истины. Если ты в духе, то ты в истине. Если ты не в духе, то мы вне истины. Мы можем быть в своих размышлениях, мы можем в каких-то эмоциях быть, но если ты не в духе, то это не в истине. Ты в суете находишься, как Экклесиаст, ты опять попал в суету. Но когда я в духе, я в истине. Есть дух истины. Посмотрим, Иоанна 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины». Дух истины.
интересно, истина, она в духе только может быть. Без духа все иллюзия. Без духа это то, что относится к нашему физическому миру, но в духе есть настоящее. Хотите чего-то настоящего? Будьте в духе, пребывайте в духе. Подкрепляйте свой дух, высвобождайте свой дух. Когда ты молишься, постарайся высвободить свой дух. Говори, провозглашай. Пусть дух, ты можешь прыгать, можешь там еще что-то делать. Как ты чувствуешь, твой дух должен высвободиться. Вот тогда ты попадешь в истину. Истина, она откроется. Есть дух премудрости и откровения и истины. И истина, она только в духе. Читаешь слово, молись этим словом. Тогда твой дух, молись на иных языках. Когда молишься на иных языках, твой дух начинает как бы работать, он становится таким активным. И тогда ты можешь откровение получить. Ты читаешь там, да? Пилат сказал ему, Шимон, Господь, Пилат сказал ему. И в какой-то момент твой дух высвободится, и придется откровение. И эта истина, очередная порция истины, она войдет в тебя. И ты почувствуешь радость, ты почувствуешь какое-то питание, ты почувствовал, что ты коснулся Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты очередной раз ты получил порцию Божьего Слова, Божьей мудрости и Божьей любви на самом деле. Аллилуйя. И у тебя появляется радость. Знаете, если Бог тебя, и ты говоришь, Господь, ты благоволил, Господь, ты проговорил мое сердце, и тебе становится, аллилуйя, ну что-то может быть лучше. Ничего нету на этом свете лучше, чем когда Бог что-то проговорил тебе в твое сердце. И у тебя есть удовлетворение, может быть, как скажем, там, не до конца разрешенный ответ на вопрос, но есть удовлетворение в сердце и в духе. Есть удовлетворение. И ты получил очередную порцию, знаете, это капелька меда попала в твое сердце. Аллилуйя. И говоришь, Отец, я люблю тебя. Ты проявил свою любовь на самом деле. Я коснулся, любовь, она вот такая вот, знаете, она всеобъемлющая, да, всесторонняя, да. И ты получил вот эту капельку. На самом деле ты познал Отца, еще чуть-чуть познал Отца. Через Его Слово, через Иисуса Христа. Потому что Иисус есть Слово Божие. И ты через Духа премудрости и откровения ты получил капельку Отца Небесного, который Бог есть любовь. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы познаем таким образом, любовь все больше и больше возрастает в нас во всяком познании и чувстве духовном. Да? Аминь. Мы познаем Отца. Аллилуйя. Это самое, что вообще высшая цель и что есть на этой планете вообще самое лучшее, это познать Отца. Познать Его любовь. Аминь. И когда ты познаешь Его любовь, ты сам уже тогда можешь отдавать любовь. Слава Господу. Есть Дух истины, поэтому будьте в Духе, будьте в Духе. Еще одно место Писания я вам скажу, 1 Иоанна 5,6. «Сей Иисус Христос, пришедший водой и кровью, и Духом, не водой только, но водой и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина». Дух есть истина. Иисус про себя сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Иисус про себя сказал, «Я есть истина». А тут написано, что Дух есть истина. И тогда вывод какой делаем? Что Иисус и Дух – это суть одно. Суть одно. Дух Святой одно со Христом. Две личности, но сущность одна. И тут мы подходим к другой, скажем, аспекту, да?
Это сущность. Скажите сущность. Сущность. Знаете, во всей Вселенной только Бог, Он имеет сущность. Сущность. Сущность, которая наполняет все во всем, можно сказать. Да? Написано же, что Он тот, кто наполняет все во всем. Когда ты делаешь какую-то работу, да? Мы же все трудимся. Если, как скажем, полезность, как можно определить полезность, что ли, какой-либо работы или какого-то действия, или какого-то предмета? Во всяком действии есть сущность. Скажите, сущность. Вот сущность прославления, прославить Господа, принести славу Божью, да? Высвободить славу Божию, привнести Бога и явить Бога, да? Прославить Господа, принести славу Божью. Вот такое сущность прославления, правильно? Любое мое действие в своей сущности должен быть Бог. Аминь. Если я делаю свое дело небрежно, вот тяп-тяп-ляп, есть ли в этом Бог? Я думаю, нет. Но если я делаю, я прилагаю сердце, да? Я делаю это качественно, то в этом Бог может проявиться. И сущность моей, там Бог есть. Не думайте, что Бог, Он только вот здесь, вот на кафедре. Он у тебя на работе, Он у тебя через твои руки действует, через твои уста, через твои глаза. Аминь. И когда ты что-то делаешь хорошо от души, поэтому, как Библия говорит, все делайте как для Господа от души, да? И когда ты это делаешь, Бог хочет проявиться через тебя. И сущность твоего дела должен быть Бог. Аллилуйя. Аминь. Как чудесно. Как чудесно, да? Слава Богу. Иоанна 8:32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина сделает вас... И истину нужно познавать. Познавать — это вот что-то очень близкого. Так, ты должен впустить истину в свое сердце. Ты можешь поговорить с истиной. Да? Ты можешь утром даже сказать: «Доброе утро, истина». Доброе утро, истина, потому что Дух Святой, Ты есть истина. Иисус, Ты истина. Аллилуйя. Аллилуйя. И это что-то реальное и сущностное. Слава Господу. Знаете, слово «сущность» очень интересное слово. Вот дойти до сути вещей. Вот когда ты дойдешь до сути вещей, ты там найдешь Бога. Аллилуйя. Сущность земли, например, да? Солнце, сущность солнца какая? Если ты в духе, Дух тебе подскажет, это Бог. Аллилуйя. Не солнце само по себе Бог, оно указывает на Бога. Иисус, Он солнце правды. Бог, Он солнце правды. Смысл солнца. Бог почему-то солнышко нам дал. Сегодня оно хорошо светит. Аллилуйя. Все имеет свою сущность. Знаете, в русском языке есть имя существительное, да, существительное. В первый раз, когда, помните, Моисей, да, Моисей, он встретился, он там в пустыне был 40 лет, уже весь прожженный солнцем, и вот видит, что-то там горит. И куст горит, а куст не сгорает. Что-то странное явление какое-то. Куст горит и не сгорает. Бог, Он многообразный и многоразлично говорил нам там в Ветхом Завете. И один из образов, вот этот куст, который горит,
Это ты. Ты и я. Мы деревья, которые горим и не сгораем. Аллилуйя. Мы горим. Аллилуйя. Этот огонь не физический огонь, это огонь Духа Святого. Аллилуйя. Каждый из нас должен гореть. Твое сердце горит или не горит? Горит. Чуть-чуть тлеет, может, да? Он должен гореть. Гореть. Когда ты горишь, ты будешь идти. Тебя ничто не остановит. И ты вот просто огонь тебя изнутри жгет. И ты хочешь идти и говорить. Ты хочешь распространять вот это вот Царство Божье на этой земле. И куст горит и не сгорает. И вот Моисей идет, и вот он куст горит. Угу. Исход, давайте посмотрим. Чуть-чуть перешагнем через Римлян. Там следующая Римляна, но перешагнем. Исход 3:14. И когда Моисей начал подходить, он услышал голос Моисей. Моисей, сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, святая. Знаете, там, где Бог, там все святое. Аллилуйя. И тогда Моисей там начал с ним беседовать, с Богом. А Бог говорил из куста. И Бог хочет через тебя, говорит, и из тебя хочет говорить, из твоего огня, который ты горишь. И он начал говорить, да? И Моисей там, Бог начал как бы давать задания Моисею. Моисей начал, нет, я косноязычный, я ничего не могу говорить, не хочу, лучше там кого-нибудь другого. Ага. Но Бог все-таки, знаете, Бог настойчивый. Я заметил, что Бог настойчивый. Лучше как бы не бороться с Богом. Он все равно своего добьется. Кто мы такие с Богом вообще как бы это? Ну мы такие же ведь, такие. Мы довольно упертые. И тогда Моисей говорит, а кто ты вообще? Как тебя звать? Или как назвать тебя перед народом моим, Израиля? И тогда почитаем, да? Бог сказал Моисею, Исход 3:14. «Я есмь сущий». Скажите, «Я есмь сущий». И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий. И Иегова послал меня к вам, сущий. Тот, кто существует. Он вчера, сегодня и вовеки. Он существует. Он всегда в настоящем времени. Он не был там. Да, он был, но в то время он сущий, и сейчас он сущий, существующий. Слава Господу. Можно, я как бы для себя, это как имя существительное. То, что имеет сущность. Не глагол. Он имеет глаголы жизни, но он существительное. Он помазание. Вы знаете, что такое помазание? Чисто давайте грамматически как бы рассудим, да, помазание. Написано, что помазание оно учит, помазание оно пребывает в нас, и чему оно научило, в том пребывайте, в этом помазании. Помазание. Это, знаете, как кисточку взять, обмакнуть краску вот так вот и помазать. И тогда вопрос такой, помазание это какое, как грамматически часть речи? Глагол, да? Помазание. Не помазать? Не помазать, а помазание. Существительное. Причем отглагольное существительное. Отглагольное существительное. Например, требование, да? Или там слышание, движение. Это отглагольные существительные. То есть
движение, оно как бы одновременно и существительное. Понимаете, да? Смотрите, в движении тоже есть сущность. Потому что Бог, Он может быть и сущий, который как бы статичный, и в то же время в движении тоже Он тоже сущий. Понимаете? Бог, Он одновременно Он движущийся, потому что мы читаем, есть река жизни, например, которая течет от престола Божия. Она двигается. Это движение. В движении, и некоторые говорят, движение есть жизнь, да? Да, движение есть жизнь. Вот слово «движение» тоже. Оно тоже отглагольное существительное. И Бог что сказал? Самое первое имя, которое Он назвал. «Я есмь сущий». Сущий. Имя существительное. Смотрите, существительное, оно связано с нашей верой. Скажите, вера. Бог же хочет, чтобы мы имели веру. Мало того, что Он хочет, Он говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Надо иметь веру. Если веры нету, то мы Богу не угождаем. Надо иметь веру. Ну что такое вера? И сейчас мы увидим определение веры, да? Евреям 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Тут опять мы встречаем слово «осуществление». Тот же корень стоит – осуществление. То есть вера, она связана с сущностью. Если в твоей вере нету сущности, то это пустая вера. Это просто «я сейчас полечу» и упал, ногу сломал. Это вера. Это не вера, это ты в своих иллюзиях, фантазиях решил полететь. Но вера осуществляет надежду, а надежда, она видит. Это что-то реальное, и ты вот эту реальность духовную реальность, что делаешь? Осуществляешь. Осуществление – это как бы ты привносишь в реальность нашу вот эту вот жизнь. Понимаете, да? Овеществляешь, так скажем, овеществляешь. Ну, например, смотрите, я смотрю вот на эту кафедру, да? Я могу потрогать, да? Я трогаю. И эта кафедра для меня становится реальностью. Но как это происходит? Я использовал орган зрения, да? Зрение я увидел, и оттуда пошло в мозг. На самом деле это мозг сделал реальным вот эту кафедру для меня. Понимаете, да? То, что я вижу, я вас вижу, это вот эти все сигналы пришли сюда, вот в мозг, и сделали реальным вас. Понимаете, да? Это моя интерпретация моего мозга, так скажем. Так ведь? И как я говорил, у нас есть 5 органов чувств, да? Я могу ощутить, я могу увидеть, я могу запахи почувствовать. Это вот мы соприкасаемся. Это то, что делает физический вот этот мир реальным для меня. Мозг интерпретирует все эти сигналы. Тут миллионы сигналов, наверное, идет от зрения, миллиона тут все идет. И мозг все это осуществляет, овеществляет, делает реальным для меня. Понимаете, да? Теперь смотрите, что такое вера? Вера – это то, что ты духовно. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ты духовную реальность делаешь реальным для себя и привносишь в этот мир. Понимаете? Для того, чтобы... Вот знаете, мы вчера были на концерте, было 80 лет ДШИ-2. Хороший концерт. И я думаю, обязательно Бог... Обычно через такие вещи Бог что-то говорит. Я слушал музыку, и Господь, что ты хочешь мне сказать? И сегодня утром, вот ты
слушал музыку, ты использовал орган слуха, правильно? Слуха. И музыка для тебя стала реальностью и действительностью. Ты прочувствовал эту музыку. Ты через что? Через свой орган слуха. Теперь вопрос такой. Каким органом ты пользуешься, чтобы познать Бога? Или познать духовную реальность? Или познать Его Слово? Уши? Физические? Зрение? А? Сердце? Дух. Вон там кто-то дух сказал. Кто дух сказал? Во. Используйте дух. Вот только духом мы можем познавать Господа. Неправильно использовать свои уши физические. Не дай Бог услышите физически. Бог крайне редко говорит явным физическим голосом. В основном Он говорит в духе, тихим голосом. Знаете, есть опасность, если ты начнешь, так, что бы мне услышать? Ты можешь не то еще услышать, там кое-кто другой может заговорить. Потому что Бог говорит через наш дух. Это дьявол и бесы могут вот так вот физически, если ты сможешь услышать голоса разные. Понимаете, будьте осторожны. Используйте свой дух, чтобы слышать Бога. Когда Бог говорит, твое сердце тут же откликается, твой дух откликается. Аминь. В духе ты да. Вот прямо он, знаете, как ложится прямо на твое сердце. Когда Бог говорит, когда Его Слово начинает в тебе дух премудрости начинает говорить, да, да и аминь, да и аминь. Что тогда как пазл начинает внутри у тебя складываться. Вот этот вот точно, вот так вот. И ты чувствуешь, вот Бог. Бог не говорит там как-то суетливо. Очень конкретно, тихим голосом. Чаще всего тихим голосом, который очень, оно прямо для тебя. Понимаешь? Это как костюм, который твое прям, вот прямо твое. Это когда откровение приходит, да, это вот точно, вот оно мое. Не что-то суетливое, там результат не суета, результат не смущение. Когда Бог говорит, в результате приходит мир, и радость приходит, и вообще жизнь приходит. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Аллилуйя. Пусть Слово Божие, оно станет реальным, действительным. Попробуй ощутить